На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Добрый вечер. Коротко о главном. 39 лет в эфире. 6 ноября. День создания Абхазского телевидения. Революция, изменившая ход мировой истории. Что принес Октябрьский переворот Абхазии? Актуальный репортаж программы. По 5 специальностям абхазские медики повышают квалификацию. Сегодня Абхазскому телевидению исполнилось 39 лет. Первая телепередача вышла в эфир 6 ноября 1978 года. Ровно в 19 часов на телеэкранах появилась заставка с видом столицы республики. Создание Абхазского телевидения – это один из результатов национально-освободительного движения нашего народа. Это событие стало самым значимым в истории того времени. В этот день у нашей республики появились важнейшие инструменты доносить до широкой аудитории правдивую информацию, распространять материалы об истории, культуре и стремлениях народа Абхазии, отметил в частности в своем поздравлении коллектива Абхазской государственной телерадиокомпании президент республики Рауль Хаджимба. Телевидение и радиовещание по-прежнему играют неоценимую роль в деле воспитания молодого поколения, развития культуры и образования и в целом государственного строительства. Работа на телевидении и радио требует полной самоотдачи, творческого подхода к решению возникающих вопросов, подчеркнул президент. Новости и передачи Абхазского государственного телевидения широко востребованы не только у многотысячной аудитории нашей республики, но и у представителей абхазской диаспоры за рубежом, а также у всех, кто интересуется Абхазией, ее историей и актуальными событиями. В современном информационном мире удерживать интерес зрителей, слушателей, читателей непросто. Для того, чтобы не потерять и укрепить позиции в медийном пространстве, необходимо идти в ногу со временем и постоянно совершенствовать формат вещания и его наполнения, подчеркивает Рауль Хаджимба в своем поздравлении. 39 лет в эфире. С небольшим перерывом всего в несколько дней в самом начале войны. С тех пор многое изменилось, но неизменным остается одно. Это любовь к профессии, которая объединяет. Немного об истории и о сегодняшнем дне абхазского телевидения в репортаже на Лыкове. Первая передача Абхазского телевидения вышла в эфир 6 ноября 1978 года. Ровно в 19 часов на телеэкранах появилась заставка с видом столицы республики. В этот день во всех уголках Абхазии с голубого экрана впервые прозвучали волнующие такты известной народной песни, ставшие позывными передач. И на абхазском языке дикторы Леонид Хиш, Байкама Джопуа произнесли слова «Добрый вечер, дорогие телезрители Абхазии». Предпосылкой создания телевидения в Абхазии послужили политические события в республике 1977-78 годов. Тогда группа известных абхазских общественных деятелей обратилась к руководству страны с письмом, в котором высказывалось несогласие с проводимой руководством Грузии политикой поглощения и растворения абхазского народа в грузинской этнокультурной среде. Массовые волнения в стране привели к тому, что Советом министров СССР Министерству связи было поручено обеспечить организацию телевизионных передач в Абхазской ССР, для чего была выделена одна передвижная станция и другое необходимое оборудование для ведения телепередач в республике по временной схеме. Это постановление и стало точкой отсчета в истории абхазского телевидения, которое с таким опозданием заговорило со своим зрителем на родном языке. Основной проблемой тогда было отсутствие людей с опытом телевизионной работы. Тем, кто хотел бы испытать себя в работе на телевидении, приглашались на конкурсный отбор. Для этого была организована специальная комиссия и проведен конкурс, по итогам которого были приняты на работу молодые люди. Я был приглашен из газеты «Апсны», тогда называлась, в редакцию телевидения. Штат был небольшой. Главным редактором был, царство ему небесное, Рауль Ласурья, замечательный поэт, журналист. Владимир Сатвеевич Хашбе работал старшим редактором. И вот я готовил новостейные программы, участвовал в подготовке именно абхазских новостей. Было очень интересно, был энтузиазм. Мы все ждали годами, десятилетиями, когда же появится у нас свое телевидение.
Первым главным редактором абхазского телевидения стал журналист Рауль Ласурья. 24 августа 1978 года, за несколько месяцев до начала вещания, начали проводить съемки. В создании первой передачи принимали участие 11 человек. Михаил Мархолия, Гурам Амкуаб, Амиран Гамгия, Георгий Ломия, Людмила Будба и другие. Первой видеозаписью стал концерт Государственной хоровой капеллы. С января 1989 года схема вещания расширилась. Старались передать как можно больше информации, углубить тематику передач, привлекали к работе известных людей, хорошо владеющих абхазским языком. Первая передача «Советская Абхазия» началась ровно в 19 часов. Эмма Адлиба, Заира Бегуа, Людмила Хагба, Людмила Будба, Анатолий Маланя – это те люди, которые с первых дней и по сей день трудятся на государственном телевидении, которое стало для них не просто работой, а делом всей жизни. Со временем АТ начало расширяться. Появились новые передачи, новые лица, которые также полюбились зрителю. За 39 лет абхазское государственное телевидение прошло долгий тернистый путь становления и развития. Менялись времена, руководство передачи, но одно оставалось неизменным. Вот уже 39 лет телезрители Абхазии каждый вечер в 20 часов спешат к экранам своих телевизоров. Ведь в эфире главные новости страны. Амши Укшара. Диктор новостей и телеведущая Ирина Аршпа вот уже 25 лет выходит в эфир со свежим выпуском новостей и неизменной улыбкой на лице. Она признается, что быть лицом телевидения – большая ответственность. И новости для нее не просто работа, а неотъемлемая часть жизни. И все время ты понимаешь, что на тебя смотрят люди, где бы ты ни находился, в каком месте бы ты ни находился. И постоянно нужно держать лицо, как говорится. И так как ты являешься лицом канала, люди тебя видят по телевизору каждый день, каждый вечер, и они тебя уже ассоциируют с каким-то определенным образом и воспринимают тебя именно так, как видят тебя на экране. 25 лет прошли как один день, если честно, пролетела жизнь, и я не представляю своей жизни без телевидения. Действительно, это правда, что в телевидение влюбляешься и на всю жизнь влюбляешься, и другой работы ты просто не можешь себе представить. И я действительно люблю свою работу. Ньюзрум – кузница сюжетов. Место, где как пчелки трудятся корреспонденты. Утром ли, вечером ли, здесь всегда можно услышать клацанье по клавиатуре. Значит, идет процесс и пишется сюжет. Плохое настроение, личные проблемы – все это остается за кадром. Здесь есть только материал, которому нужно отдать всего себя и получить на выходе сюжет, который ждут тысячи телезрителей. Об этом процессе, как никто другой, знает журналист Нисфа Аршба. Для нее работа в АГТРК стала мечтой, воплотившейся в жизнь. Ну, вообще, это такая очень большая мечта, и в мои годы, скажем так, советские, работать на телевидении, это было не просто что-то очень важным и таким престижным, но это почти как попасть на Олимп. И все те, кто здесь работали, когда мы их видели по телевизору, мы каждого, естественно, различали по голосам, мы точно знали, когда, в какую минуту, в какой день, какая передача. И мне бы очень, конечно, хотелось бы, чтобы сейчас вот та была слава абхазского телевидения, то обожание и необходимость в абхазском телевидении, чтобы они, конечно, вернулись. За 39 лет в АГТРК поменялся не один руководитель. Шамиль Пилия, Владимир Зантария, Гурам Амкуаб, Руслан Хашиг, Алхас Чулокуа, Эмма Ходжа, Леонид Еник, Тали Джапуа, Роланд Бганба. Все они привнесли и привносят свою лепту в дело развития единственного государственного телеканала. Помимо основной своей задачи быть источником новостей, АГТРК имеет и другие свойственные национальному телеканалу функции. Образовательную, культурную, развлекательную, считает нынешний руководитель АГТРК Роланд Бганба. Потому руководство телерадиокомпании стремится расширить и разнообразить сетку вещания, обогатив ее передачами разного жанра и направления. И сейчас у нас идет разработка, это 3 проекта студийных новых. Один проект, который будет молодежный, название проекта «Аверхумар», связан непосредственно с нашим языком. Проект будет полностью на абхазском языке, где будет популяризация нашего языка, естественно, ну и усвоение, и обучение в игровом формате. Второй проект связан тоже в студии, где будет приглашаться тот или иной гость. Но мы вот думали приглашать людей, молодых, интересных, например, тех же режиссеров, может быть, я не знаю, актеров, кстати говоря,
наши талантливые ребята в Москве, в Питере, они учатся, поэтому и рассказывать о них, и говорить, что вот у нас есть такие талантливые ребята. Проект, кстати говоря, тоже интересный. Думаю, понравится нашим телезрителям. Но я тоже хотел бы поздравить весь наш творческий коллектив. Сегодня у нас, можно так простым словом выразиться, день рождения, 39 лет. Кстати говоря, следующий год для нас юбилейный. И поэтому мы уже сегодня думаем, как его отметить. Естественно, чтобы это все было красочно, красиво, грандиозно. Сейчас на государственном телевидении, помимо запуска новых телепередач, идет обновление редакции Шишбзеп Сынтыла. И совсем скоро любимые ведущие будут желать телезрителям доброго утра из совершенно новой современной студии. Также идет активное обновление студии, прямых эфиров и много другого интересного, о чем зрители узнают совсем скоро. На Алакове Астамургожба, Абхазское телевидение. В этом году исполняется 100 лет февральской и октябрьской революциям, изменившим ход мировой истории, напрямую повлиявшим на будущее нашей страны. О том, как повлияла социалистическая революция на ход исторических событий в Абхазии, говорят историки. Репортаж Ренаты Шакая. Самые активные действия предпринимали большевики. Они приняли решение и объявили курс на подготовку и проведение социалистической революции в России. Руководило вооруженным восстанием созданное Политбюро под руководством Владимира Ленина. Также организаторами были Лев Троцкий и Яков Свердлов. Кроме того, в Политбюро входили Иосиф Сталин, Григорий Зиновьев, Андрей Бубнов. Осуществлял руководство восстанием военно-революционный комитет Петроградского совета. В него вошли и левые эсеры. Абхазы, которые боролись за советскую власть, боролись не за идеи марксизма, а за освобождение от меньшевизма Грузии. Началом изменения политического статуса нашей страны стала февральская революция 1917 года. Главный вопрос, о котором мы можем говорить, главный вопрос, который решился, это избавление от оккупации Грузинской республики, за которую выступили практически люди различных национальностей. Даже и местные эмигрантцы, и армяне, и греки, и абхазцы. Все были недовольны из-за того, что они навязывали свой язык, что они проводили шовинистическую политику, начинали переселенческие дела, понимаете, оттуда переселять сюда. Вместо греков хотели заселить грузин. Есть масса документов на этот счет, о чем можно, в общем-то, прочитать в нашей литературе. Февральская революция не могла отразиться на судьбе Абхазии, так как она, как и все Закавказье, находилась в составе Российской империи. Естественно, буржуазно-демократическая революция в феврале 1917 года вызвала большой общественный резонанс. Революционные события в России в 1917 году, я имею в виду и февральскую сначала революцию, потом уже октябрьскую, они сыграли огромную роль для абхазского народа, для истории абхазского государства. Но прежде всего необходимо отметить, что уже 8 ноября 1917 года был основан Абхазский народный совет. Одним из главных следствий революции было проведение съезда 8 ноября 1917 года, который сформировал парламент Абхазский народный совет, ориентированный на север. В этом активное участие приняли Симон Басария, первый председатель НС, Михаил Тарнава, Михаил Цагури и другие. Очень большую роль в этом сыграли чеченец Асланбек Шерипов, князья Александр Шервашидзе, Таташ Маршани. Но самое главное – это то, что тогда были приняты декларации Конституции абхазского народа. Личностей было очень много. Если брать Абхазский народный совет, это, безусловно, надо назвать и Симона Басария, он был первый председатель Абхазского народного совета парламента. Это Семен Ашхацава, который представлял Абхазию в горском правительстве. Это Михаил Тарнава, Михаил Цагурия, Дмитрий Алания, Иван Маргания, Рожден Какуба, и, конечно, Самсон Чанба, который с очень яркой речью выступил. Это в советское время уже, если говорить вот о периоде, который следовал за Абхазским народным советом. Это, конечно, Ефрем Эшба, Нестор Лакоба, это Николай Акертава, тот же Михаил Цагури, опять он был видным деятелем, тот же Самсон Чанба. Но можно сказать, что некоторые люди, которые были депутатами Абхазского народного совета, наиболее национально ориентированные люди, они потом продолжили свою деятельность уже в советской власти.
Если говорить о результатах февральской революции, в целом Абхазия и наш народ получили власть после долгого периода существования без государства. Абхазия восстановила свою государственность, стала называться Абхазией, а не Сухумским округом. Был создан АНС, парламент Абхазии, была принята декларация Конституции. Усадьба значит, князей Хервашидзе, но в 21 году здесь был ЦИК Абхазии, потом Верховный Совет и так далее. Здесь в свое время сидел Лакоба, вот этот балкон, так называемый Лакобовский балкон. В конце концов, после войны здесь какое-то время находилась администрация президента, вот Владислав Григорьевич Артем и так далее. Это действительно очень не просто красивое, да, историческое здание, но и с большой и политической историей. На самом деле февральская революция была лишь предшествием к другой – Октябрьской революции. В советской историографии ее называют Великой Октябрьской социалистической революцией. Есть и иные названия – Октябрьский переворот, Октябрьское восстание. Если в России это событие повлекло большие человеческие жертвы, то в Абхазии все прошло не так болезненно. Еще была такая особенность. Если советская власть устанавливалась во многом на крови, в тот период, скажем, в России, то в Абхазии относительно мягко это все прошло. То есть не было здесь массового кровопролития, не было массовых репрессий, абсолютно. Потому что совпало с новой экономической политикой. То есть у нас октябрь 2017 года произошел на 4 года позже, чем в России. Кто-то считает, что революция 1917 года – настоящая катастрофа, которая привела к гражданской войне. Кто-то, что это величайший шаг в истории России в сторону прогресса. Точек зрения и предположения на этот счет существует много. Тем не менее, этот этап в истории России является свершившимся фактом. Великая Октябрьская революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших событий XX века. При всем расхождении взглядов на события вековой давности невозможно отрицать тот факт, что попытка построения на земле нового социалистического общества решающим образом изменила путь исторического развития России и оказала громадное влияние на развитие народов всей планеты, в том числе и Абхазии. Рената Шакай, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. По инициативе Министерства здравоохранения Абхазии в республике стартовала программа проведения сертификационных курсов для абхазских медиков. Речь идет о повышении квалификации и сертификации медиков по 5 специальностям: организации здравоохранения, хирургии, терапии, педиатрии, акушерству и гинекологии. Ирина Аршва с подробностями. В республиканской больнице начался первый этап цикла выездных курсов усовершенствования квалификации врачей Абхазии. Их будет несколько, и первый из них в области акушерства и гинекологии завершится 25 ноября. Для проведения курса в Абхазию приехали доценты кафедры акушерства и гинекологии Российской академии непрерывного профессионального образования. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, в общем, традиционно занимала ведущие места в рамках последипломного обучения врачей, в том числе акушеров-гинекологов. Мы являемся представителями кафедры акушерства и гинекологии. Ваша программа сформирована в соответствии с теми российскими программами повышения квалификации, которые утверждены соответствующими учреждениями на территории нашей страны. Я думаю, что она будет и для вас, в общем, достаточно интересна. Мы готовы к диалогу, мы готовы обсуждать с вами некоторые возможности модификации тематики в зависимости от ваших потребностей, вашей практики. Повышение квалификации врачей будет осуществляться поэтапно. Сначала очно, потом дистанционно. Ежедневно с 9 утра до 5 вечера 49 докторов из всей Абхазии будут улучшать свои навыки и совершенствовать знания. Наибольшее внимание, по словам Маргариты Скворцовой, будет уделяться вопросам оказания экстренной помощи, а также ведения беременности и родов при ЭКО. Данные курсы представляют интерес не только акушерам-гинекологам, но и хирургам. Медицина – наука такая, которая семимильными шагами шагает. И постоянно нужно совершенствоваться, нужно проводить, как сказать, свои знания повышать. Это нам помогает идти в ногу
с мировыми тенденциями, с российскими тенденциями. Все вот это, то, что сейчас проводится Министерством здравоохранения, направлено на то, чтобы нашу медицину сделать современной, совершенной, доступной. По окончании курса все врачи должны будут сдать экзамены. Только после этого они получат удостоверение, на основании которого Минздрав Абхазии будет выдавать сертификат. По закону о здравоохранении Республики Абхазия врачи должны проходить сертификацию каждые 5 лет. И теперь у местных специалистов, срок сертификата которых истекает, есть прекрасная возможность, не выезжая за пределы страны, получить необходимый документ. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В Сухуми открылась частная медицинская лаборатория LabQuest. Это стало возможным благодаря партнерству абхазской компании InLife и Центра НИИ эпидемиологии города Москвы. Лаборатория предоставляет все виды исследований. Диагностическая лаборатория LabQuest была основана в 2016 году. Несмотря на молодой возраст, клиника уже хорошо известна и за пределами российской столицы. LabQuest является партнером НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Филиалы лаборатории работают в Армении и Дагестане. Каталог услуг клиники насчитывает свыше 1000 видов лабораторных исследований. Теперь и в Абхазии открылся филиал LabQuest. Для нас всех, конечно же, очень важно, чтобы в нашей республике открывались подобного рода учреждения, поскольку организация медицинской помощи как в государственном секторе, так и в частном секторе очень важна. И самое главное, чтобы это было на высоком профессиональном, качественном уровне. Диагностическая лаборатория LabQuest – это пункт забора и выдачи анализов. Клиника проводит различные виды анализов и исследований – бактериологические, биохимические, иммунологические, цитологические, генетические и многое другое. После сдачи анализов пациентам в тот же день в специальных термоконтейнерах их транспортируют в Москву. В течение дня пациент получает результаты анализа по СМС-уведомлению или по электронной почте. В лаборатории действует система штрих-кодирования, потому перепутать анализы невозможно. В Абхазии это тот офис, который мы открываем с одной стороны за границей, с другой стороны в очень дружественной и любимой нами стране. И, конечно, это очень важно на нас, потому что чем больше людей вовлечены в наш процесс, в наш бренд, для нас это, конечно, очень приятно, потому что лабораторную диагностику нужно любить. Уникальность диагностической лаборатории LabQuest в том, что пациентам здесь предлагается ряд комплексных услуг. В клинике действует система доктора Q, когда пациент может по горячей линии связаться с докторами наук в Москве и получить интерпретацию своих анализов. В лаборатории LabQuest также работают гепатолог, гастроэнтеролог, диетолог и врач-дерматовенеролог. Лаборатория LabQuest – это медицинская компания с собственной многопрофильной базой, которая за год принимает около 1 миллиона пробирок. Это уникальные комплексы, консультация докторов наук, международные консультации, очень высокая патологоморфологическая лаборатория, которая ведет консультации при выдаче результатов с Израилем, докторами Израиля, Германии, то есть они тесно сотрудничают. Цены в LabQuest несколько дешевле, чем в других лабораториях. Например, общий анализ крови 400 рублей, а стоимость анализа глюкозы составляет 130 рублей. В клинике действуют скидки для ветеранов. В будущем клинико-диагностический центр LabQuest планирует расширить свои услуги. Аля Катрабш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сегодня в Сухуми произошло очередное ДТП с участием ребенка. Автомобиль сбил 7-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу на пешеходном переходе на пересечении улиц Ардзинба и Пушкина. Водитель сам отвез его в республиканскую больницу. Об этом сообщил журналистам начальник ГАИ по Сухуму Вячеслав Риквава. ДТП произошло примерно в час дня. Ребенок сейчас находится в больнице. В приемной республиканской больнице нам сообщили, что мальчик в сознании. У него сотрясение средней тяжести. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Как сказал начальник столичного ГАИ, водитель уже прошел экспертизу, по результатам которой в его крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотических средств.
В 10-й горской школе Сухума появился лингофонный класс. Подарок учебному заведению преподнесло руководство фонда «Послы доброй воли Абхазии». Теперь у учащихся школы появится возможность на современном уровне изучать родной язык. Репортаж Сарии Исмар. Руководитель фонда «Послы доброй воли Абхазия» Мина Лазба рассказывает, как вся эта техника в лингофонном классе будет работать и какие возможности она открывает ученикам. Первым его возможности опробовал министр образования Дгурка Коба. Изучать абхазский язык в лингофонном кабинете будут одновременно 10 детей. Учитель может общаться как отдельно с одним, так и со всеми вместе. Более того, есть возможность диалога. Материал, которым обучают детей языку, хранится на аудиодисках. Также учитель может и сам составлять аудиоуроки и воспроизводить на занятиях. Пока вот начали мы с 10-й школы, и надеемся, что это будет удачный опыт в дальнейшем изучении абхазского языка, потому что этот кабинет позволяет улучшать навыки устной речи и в целом культуры речи родного или неродного языка, в нашем случае абхазского. Возможностей у этого кабинета много, 10 учеников могут одновременно изучать язык, они могут прослушивать аудиоматериалы и учебные пособия, есть возможность подключать детей в диалоги, возможность преподавателя подключаться и комментировать какие-то диалоги, записывать детей и проводить работу над ошибками. То есть записывать и воспроизводить и прослушивать то, что они сказали или сделали. Что касается детей, они еще не совсем понимают, как им предстоит тут учиться. Тем не менее, многие из них уже успели сесть за парты, надеть наушники и включить микрофоны. Николь Зантария свободно говорит на абхазском языке, но хочет усовершенствовать свои знания. И поэтому ходить сюда она будет с удовольствием. Могу выразить свою мысль, которая у меня в голове. Разговариваю нормально. Я хотела бы еще лучше знать свой язык. В таком случае такой кабинет, как ты думаешь, как считаешь, он нужен, он поможет? Нас учат, как правильно произносить буквы, как правильно произносить слова, и в какой-то степени, да, конечно, это поможет нам лучше разговаривать на абхазском языке. Создание лингофонного кабинета в 10-й школе – это первые шаги на пути к современному и более эффективному способу обучения детей. Такую практику необходимо внедрять и в остальных школах. Вообще развитие технологий в системе образования – это в первую очередь дает возможность гораздо более лучше персонализировать систему образования под каждого человека. И, конечно же, подобные начинания – это сплошные плюсы, поскольку в современных странах развивающихся вовсю IT интегрируется в процесс обучения. Но если говорить о подобном кабинете, то я считаю, что, конечно же, было бы хорошо, если бы подобные кабинеты были во всех школах. Уже сегодня руководство школы создает группы детей для обучения. Ученики будут заниматься в этом классе с преподавателем дополнительно после уроков. Сколько будет длиться полный курс обучения, пока неизвестно. Насколько полезен будет этот кабинет, это зависит от нас, как мы будем работать. Впервые, еще раз повторяюсь, лингофонный кабинет мы хотим использовать для изучения родного языка. Ни для кого не секрет, что у нас не все дети в совершенстве владеют родным языком. Вначале мы хотим набрать группу детей, плохо владеющих языком. Мы хотим с 5 класса пока начать. Пока только одна группа? Пока будет работать одна группа. Ну, а дальше потом уже видно будет, как мы будем работать. Для послов доброй воли это не первая помощь различным организациям Абхазии. По словам руководителей фонда, необходимо вкладывать больше сил и времени на создание лучших условий для обучения подрастающего поколения. Сария Исмар, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. И сейчас информация о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 18-20 тепла. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.